Сегодня я принял решение баллотироваться от объединенного Кобельско-Верхоянского округа в парламент Якутии, который произойдет 8 сентября этого года. Решение это далось мне с трудом, очень долго я думал. В связи с тем, что я раньше, в 2002 году, был депутатом от своего родного Кобельского района. Проблем было очень много. Можно сказать, проблемы там были очень долго накоплены. Десятки лет в Кобельском районе ни один социальный объект не был выстроен там. В Кобельском районе не было решены очень много социальных вопросов. Были очень многие проблемы с связью, с газификацией. Не было дорог, не было школ хороших, нормальных, не было больниц там, да. Ну вот и поэтому я, когда был и работал депутатом от своего Кобельского района, очень много проблем я пытался решить. Что-то я решил. Но на сегодняшний день я считаю, что очень много нерешенных проблем и по Кобельскому району, и по Верхоянскому району. Поэтому я, как человек, который в последние годы набрал опыт и на федеральном уровне, и на республиканском уровне, наверное, буду иметь возможности. И даже думаю, что большую фору перед другими кандидатами, которые только-только будут баллотироваться, только-только будут набираться опыта. А опыт у меня есть, знания есть, личные контакты есть. Вот поэтому я, наверное, смогу решить вопросы своего Кобельского района и вопросы Верхоянского района. Я вот встречался с людьми, жителями Верхоянского района и, конечно, своего Кобельского района. Сегодня, допустим, в Верхоянском районе проблемы почти, да, в каждом населенном пункте большие. Даже вот я на днях был в Барулахе, село Барулах. Они топят свои печи дровами, а дров уже сегодня у них, которые они могли бы там достать, там привезти, печи свои там топить, там, чтобы бороться с холодом, не осталось. Они весь лес вокруг себя уже вырубили. Вот поэтому надо там строить квартальные котельные, надо вот в Барулахе строить арочный спортивный зал. Хорошо, что там в свое время Штуров Вячеслав Анатольевич, президент нашей республики, смог настоять и построить школу в каменном варианте. Я был в этой школе, я очень обрадовался, что люди в теплой школе там своих детей учат. Я был в Батагае, тоже там посетил школу, которую Вячеслав Анатольевич Штуров построил там, да. И поэтому вот люди сейчас ждут, чтобы пришел человек, который на самом деле смог сделать так, чтобы люди верили своему депутату. К сожалению, у нас людей, которые красиво говорят, обещания свои дают там налево-направо. Таких политиков у нас сейчас много. Политики, которые реально что-то делают, людям своим помогают конкретно. Их, к сожалению, вот я уже говорю, там мало. Я себя причисляю к тем политикам, которые очень много делают и мало говорят.